Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За весомый вклад в национально-освободительное движение в Абхазии и становление абхазской государственности президент Аслан Бжани вручил Сократу Джинджоле орден Агдябша первой степени. Дело о незаконном приобретении и хранении оружия Александра Мачба приобрело общественный резонанс. Репортаж программы. На призы от председателя Высшего совета ВААК Мусы Экзекова 10-й международный турнир по вольной борьбе состоялся в эти выходные в Новом Афоне. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Бжани поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации. В поздравлении главы государства в частности говорится: Конституция Российской Федерации – основной закон страны, отражающий главную ценность государства, гражданина, его основные права и обязанности. У Конституции России богатая история. Она перенесла глубокие изменения, отражая особенности каждой эпохи развития государства, подстраиваясь под нужды и цели страны, народа. Уверен, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться, укрепляться во благо будущего наших народов. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба от имени парламента поздравил руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина с Днем Конституции Российской Федерации. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту Министерству иностранных дел Российской Федерации по случаю празднования Дня Конституции России. Президент Аслан Бжани утвердил состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Председателем комиссии утвержден первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо. В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики. Накануне свой юбилей отметил государственный и общественный деятель, спикер парламента первого и второго созывов Сократ Рачевич Джинджоле. Президент Аслан Бжани в понедельник вручил Сократу Джинджоле орден Агдябша первой степени за весомый вклад в национально-освободительное движение в Абхазии и становление абхазской государственности. Глава государства, поздравляя Сократа Джинджоле с 85-летием, сказал: «Сократ Рачевич, я с большим удовольствием подписал этот указ. Вы заслуженно получили эту награду ордена Агдябша первой степени. Это очень приятно, что у нас есть такие старшие, как вы. Мы ценим и уважаем труд, который вы вложили в становление нашего государства. Этот труд бесценен. Дай вам Бог здоровья и сил». Сократ Джинджоле поблагодарил главу государства за поздравления. Глава государства также преподнес в подарок юбиляру традиционный абхазский башлык. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил Сократа Джинджоле с юбилеем. Мудрый и справедливый человек, дальновидный политик, способный предвидеть развитие событий, дипломатическими путями решать различного рода проблемы, умеющий не только слушать, но и слышать. Так характеризует вас все. Вы внесли большой вклад в развитие и укрепление абхазо-российских отношений. В числе ваших главных жизненных принципов уважение к закону и бережное отношение к национальным традициям, говорится в частности в поздравительном адресе Лаша Ашуба. Министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравил Сократа Джинджоле с 85-летием. Сегодня хотелось бы не только поздравить вас с праздником, но и выразить искреннюю благодарность за ваше человеческое благородство и неоценимый вклад в становление абхазской государственности от самих ее истоков и по сегодняшний день, отмечается в поздравлении Инала Ардзинба. Общественная палата, Союз журналистов, Абхазский государственный университет поздравляют выдающегося общественного деятеля, члена Общественной палаты Абхазии Сократа Джинджоле с юбилеем и присвоением ордена Агдябша первой степени за весомый вклад в национально-освободительное движение в Абхазии и становление абхазской государственности. В понедельник чествовали юбиляра в Общественной палате Абхазии. Лично поздравить Сократа Джинджоле в Общественную палату пришел спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Материал из Общественной палаты Абхазии смотрите в нашем эфире в рубрике «Амшахтыс».
Очередное заседание сессии парламента Абхазии состоится 13 декабря. На повестке дня обсуждение республиканского бюджета и внебюджетных фондов на 2023 год. Целый блок вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью, поправки в законодательство об инвестиционных товариществах, об инвестиционной деятельности, об особых экономических зонах и 5 вопросов, связанных с приватизацией объектов. Парламентариям предложат также внести поправки в закон об НДС. Поправки поступили из администрации президента. В повестке дня около 30 вопросов. Комитет рекомендует мораторий. Состоялось очередное рабочее заседание Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям, который провел его председатель Резу Зантария. В комитете состоялось обсуждение проекта закона о моратории на повышение тарифов на электроэнергию. Инициаторы данного законопроекта предлагают наложить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию в соответствии с законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года. О государственном регулировании цен для всех категорий потребителей в Республике Абхазия. Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков вне зависимости от категории потребления не может быть выше тарифа, действующего для соответствующей категории плательщиков на территории Республики Абхазии на 1 декабря 2022 года. В случае принятия закон вступит в силу с даты опубликования и будет действовать до 31 декабря 2023 года. Рассмотрев данный законопроект, депутаты приняли решение рекомендовать парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии в первом чтении. В соответствии с повесткой дня заседаний члены парламентского комитета также рассмотрели ряд законодательных инициатив, предложенных Резу Зантарием. В заседании Комитета по международным межпарламентским связям приняли участие представители МИД. Оно состоялось под председательством Алхаса Барциц с участием заместителя министра иностранных дел Одиссея Бекбава. В комитете обсуждались предложения Министерства иностранных дел Абхазии, связанные с разработкой проекта закона о дипломатической службе. Выслушав мнение представителей МИД, депутаты решили изучить материалы, представленные по данному вопросу, и рассмотреть их на одном из ближайших заседаний комитета. Внешняя политика. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению Министерства иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла принял участие в открытии университетской научной выставки 2022. Выставка проходит в военной академии в Каракасе. На ней представлено более 170 проектов в области науки, технологий, инноваций и 400 исследовательских проектов. На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители СМИ и другие гости. Полномочный представитель МИД Республики Абхазия ФРГ Хибла Амичба приняла участие в отчетном собрании Координационного совета русскоязычных организаций земель Берлин-Бранденбург. Оно состоялось в Берлине, в здании Российского дома науки и культуры. Хибла Амичба рассказала о совместных традиционных проектах. Был показан фильм, рассказывающий о деятельности организации диаспоры, намечены планы на будущий год. Дело о незаконном приобретении и хранении оружия Александра Маджба, помощником министра обороны по международному военному сотрудничеству, приобрело общественный резонанс, так как подозревают Аджба в государственной измене. После публикации об этом в обществе стали ходить слухи, что информация о возможных терактах и арест Аджба связаны. Но на самом деле все обстоит по-другому. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Незаконного хранения оружия помощника министра обороны Александра Маджба был установлен в ходе обыска, который проходил сначала по месту его работы, а затем и жительства. Пистолет М57 и 22 патрона нашли в его комнате в общежитии АГУ. А обыск проводили, потому что подозревают его в госизмене. Служба госбезопасности проводит проверочные мероприятия. Однако сама служба госбезопасности ранее передала все эти материалы в военную прокуратуру. Не знаю, насколько перспектива у этого материала будет, если на протяжении 2 лет проводятся проверки, и проведенные проверки не дали результат, по крайней мере,
возбуждению уголовного дела, думаю о том, что результатов эти проверочные мероприятия не приведут. По словам Инги Габилай, исходя из материалов дела, можно сделать вывод, что в разработке у СГБ Ачба находился с 2020 года. И если в течение 2 лет ни одного факта, порочащего его репутацию, не было, то статья за госизмену выглядит странно. 6 июня 2022 года у моего подзащитного был допуск к государственной тайне. То есть лицо, которое должно получить допуск к гостайне, оно проходит все проверочные мероприятия, и после получения ответа о том, что репутация лица, которому будет представлено сведения, составляющие государственную тайну, должна быть репутация, естественно, безупречной и кристальной. Однако из материалов мы видим о том, что с октября якобы 2020 года в отношении него проводится ряд оперативных мероприятий, это и прослушка и так далее. Однако я в судебно-контрольных материалах не увидела никаких компрометирующих сведений на него, которые, тем более, органу предварительного расследования дали бы возможность квалифицировать его по 273 статье о государственной измене. Кроме того, вопрос у адвоката вызывает информация об оружии. Ни на один адвокатский запрос, который мог бы пролить свет на происхождение пистолета, она не получила адекватного ответа. Я обращалась в Государственный таможенный комитет, просила предоставить перечень оружия, с которым вылетала делегация на армейские игры в 2022 году. Однако эту информацию они мне не предоставили, порекомендовали обратиться в Министерство обороны. Естественно, в Министерство обороны я тоже обратилась с соответствующим запросом, где мне сообщили о том, что перечень оружия, закрепленного за личным составом, действительно отвечают, что Ачба был с оружием, но это было его личное оружие, так указывают в запросе, а вот номер оружия говорят о том, что у них эта информация не сохранилась. Адвокат рассказала и про личность своего подзащитного. По ее словам, он пользуется авторитетом в высших военных кругах, как Абхазии, так и России. Он работал во многих организациях, он работал в Государственном таможенном комитете, долгое время работал помощником в Министерстве иностранных дел, был помощником по международным связям Сергея Васильевича Багапши. В администрации президента он работал. Кстати, был организатором многих международных поездок, в частности, Сергей Васильевич Багапш, когда летел в Венесуэлу, в Никарагуа, организатором всех этих встреч был непосредственно мой подзащитный. Резонанс сообщение об аресте Александра Ачба получила после публикации в новостном ресурсе «Абхазский портал». Из-за отсутствия официальных комментариев журналисты опубликовали материал, где описали ситуацию вокруг события. Они рассказали о том, что в обществе связывают задержание Ачба с анонимной информацией о готовящихся в Абхазии терактах. И только после этого соответствующие службы вышли на связь с журналистами. Недавно появилось такое, на мой взгляд, странное сообщение СГБ о некой террористической угрозе, там обращались к народу, будьте бдительны и все такое. И на этом фоне появились слухи о задержании высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны. Естественно, в народе это увязали вот с этой данной террористической угрозой. Так как это не рядовое совершенно вот происшествие, мы обратились узнать, в чем дело. В итоге военная прокуратура прокомментировала нам вот это вот событие о том, что задержан помощник министра обороны по обвинению в хранении и ношении незарегистрированного оружия. Естественно, мы опубликовали данное заявление и затем начали поступать звонки. Там удалить это сообщение или что-то. И вот был звонок от сотрудника СГБ, и который заявил, что данная информация не соответствует действительности, и тоже просил удалить. Я сказала, что в нашей информации, возможно, заголовок нашей новости был, может быть, немного натянут, но это была наша последняя возможность просто вот хоть раздобыть какую-то информацию. И тогда мы с ним, он был очень вежлив, мы с ним договорились о том, что я поменяю заголовок информации тогда, когда нам предоставят официальную информацию по поводу этого происшествия. И спустя некоторое время Генеральная прокуратура дала информацию, мы ее, конечно, опубликовали.
По словам Эммы Ходжа, практика, которую ввели чиновники, не отвечать на вопросы журналистов, не лучшим образом сказывается на информационном поле республики. И сотрудники СГБ, и мы, журналисты. Опять-таки мы все знакомы, мы все родственники, и мы все в это сложное время должны работать на имидж страны, на благо нашего общества, зажимать информацию, да, скрывать информацию. Вот 2 месяца держать какого-то такого высокопоставленного чиновника. Меня удивляет и то, что вот эта вот информация обычно появляется в анонимных телеграм-каналах и в каких-то зарубежных СМИ. Обычно потом через некоторое время это подтверждается как вот какому-то писанному сценарию. И мне кажется, что если наши правоохранительные органы будут информировать население по мере возможности, по всем резонансным вопросам, будет спокойнее в обществе. И это будет способствовать и нашему имиджу, и самому имиджу правоохранительных органов. За тем, как будут развиваться события в деле Александра Ачба, канал Абаза ТВ намерен следить, как и за информацией, которая будет сопровождать это дело. Марьяна Котова, Абаза ТВ. На Абаза ТВ продолжается проект «Акшиют Сарат». Телепрограмма из 10 интерактивных лекций на тему критического мышления и медиаграмотности. Экспертами выступают известные абхазские общественные деятели, историки, журналисты, писатели. 6-й выпуск с историком-журналистом, политологом, главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хажик. Главное, наверное, определить, чего ты, в общем-то, хочешь, какой информации ты доверяешь, да, и в этом, наверное, все-таки проблема. Вот когда у тебя возникает огромный выбор, когда количество того, что у тебя есть возможность прочесть, слишком большое, да, ты, в общем-то, все делаешь это бегом, да. Вот вы попадаете за праздничный стол, за огромный праздничный стол, да, там и куча блюд всяких вкусных, да. Вы не замечали вот на свадьбах, да, и вы вдруг начинаете есть одну мамалыку с сыром, да. Вот то же самое происходит и в средствах массовой информации, да, когда у тебя слишком много, ты тоже начинаешь куда-то упираться, или где-то что-то по чуть-чуть поел, и, в общем-то, как бы не почувствовал удовольствия от этой пищи, вот, допустим, как за обедом, и также от этой информации, да, ты читаешь по диагонали, ты читаешь бегом, там, тебя должно что-то зацепить. И поэтому, конечно, у нынешних средств массовой информации огромная проблема с невиданной конкуренцией. 6-й выпуск проекта смотрите в нашем эфире во вторник, 13 декабря. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МВД по городу Сухум продолжают встречи с учащимися школ с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Смотрите материал пресс-службы МВД. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухум продолжают встречи с учащимися школ с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В день УВД по городу Сухум 4 штатные единицы, 4 инспектора, которые зонально распределены по всем средним школам города Сухум и территориально прикрепленные к нему участки. Каждый инспектор, согласно графику, посещает те школы, которые обслуживает, проводит профилактическую беседу, ходит по классам, проверяет вместе с педагогами и организаторами по воспитательной части и с директорами уборные. Для выявления лиц, которые могут употреблять табакосодержащие вещества, электронные сигареты, для их выявления и дальнейшей работы с ними. Также проводятся беседы по поводу успеваемости, посещаемости, поведения, об уставе школы и надлежащем виде ученика.
Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой частью работы ПДН. Сотрудники настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Они напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. Однако в последнее время проблема курения табака, никотиносодержащих и электронных сигарет приобретает серьезные масштабы. Усугубляет ситуацию тот факт, что электронные сигареты сегодня находятся в свободном доступе для школьников. МВД планирует предпринимать меры для ограничения доступа несовершеннолетних к приобретению электронных сигарет. Наиболее острая проблема сейчас мы стали сталкиваться, инспектора, по поводу курения. Особенно электронные сигареты, которые доступны каждому. Любой человек, любой ребенок может прийти в магазин, приобрести без старшего и без каких-либо соответствующих документов. Одной из наиболее актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышения эффективности их профилактики. Если говорить о том, что несколько лет тому назад инспектора могли в неделю раз-два посетить школу для данной работы, сейчас мы ежедневно проводим такие мероприятия, как по классам, как посещение школы, это ежедневная работа стала. Также инспектора по делам несовершеннолетних проводят во время учебных занятий рейдовые мероприятия, как на центральном рынке, в парке, так же и по набережной, для выявления лиц, те, которые уклоняются от учебы, в учебное время не посещают школу. Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили основные правила поведения в школе и за ее пределами. Инспекторы ежедневно проводят работу с учащимися школ, однако сотрудники напоминают молодым людям, что их жизнь зависит только от них самих. Не пей за рулем, сохрани жизнь себе и другим. Этот простой призыв направлен ко всем автомобилистам республики. Ролик подготовлен при поддержке Министерства внутренних дел Абхазии. Новости Абхазского госуниверситета. Проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджи принял участие в работе международной конференции «Центральная Азия» в условиях глобальной трансформации мировой системы международных отношений, проводимой на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. На конференции обсуждались внешнеполитические приоритеты стран Центральной Азии в новых геополитических условиях, процессы трансформации сферы региональной безопасности, а также геоэкономические изменения и новые возможности для стран Центральной Азии. В Абхазском государственном университете состоялась встреча абазинской делегации Ставропольского края, участников 8-го съезда ВАК с представителями Центра абхазо-адыгской филологии имени Анкваб и студентами филологического факультета АГУ. Руководитель Центра абхазо-адыгской филологии Ахран Анкваб рассказал гостям о целях и задачах, стоящих перед ними, проводимой работе и планах на будущее. Студенты прочли стихи классиков абхазской и абазинской литературы. В завершении мероприятия участники встречи обменялись адресами и номерами телефонов и сфотографировались на память.
Кандидат исторических наук, археолог, декан исторического факультета АГУ Алик Габели представил Абхазию на международном форуме, приуроченном к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, который проходил в Казани. По словам Габели, на первом мероприятии участники обсудили выработку совместных подходов к сохранению памятников культурного и природного наследия. На конференции о Пальмире ведущие эксперты говорили о наиболее эффективных путях и методах восстановления этого древнего города и объектов всемирного наследия на территории Сирии и других стран. Об этом сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации Абхазского государственного университета Алхаз Чхамали. Культура. В понедельник в Большом зале Московской консерватории состоялся юбилейный 20-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Вместе с примадонной оперной сцены выступили ее друзья, именитые вокалисты Вероника Джиоева, сопрано, Дмитрий Корчак, тенор и Василий Ладюк, баритон. Известные исполнители представили ценителям классической музыки изысканную программу, состоящую из мировых шедевров. Концерт прошел в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. За дирижерским пультом народный артист России маэстро Феликс Коробов. Мероприятие завершило серию концертов юбилейного фестиваля, стартовавшего в Сухуми и Пицунде. 9 декабря состоялась видеоконференция директора Национального музея Абхазии Аркадия Джопа, директора Национального музея Никарагуа Хавьеры Перес Герра. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии, стороны рассказали об истории и работе государственных музеев, а также наметили планы по сотрудничеству. 10-й международный турнир по вольной борьбе на призы от председателя Высшего совета ВААК Муссы Игзекова состоялся в эти выходные в Новом Афоне. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов, которые состязались в 3 возрастных и 15 весовых категориях. Призовой фонд турнира составил 525 тысяч рублей. Слово Надежде Боровиковой. Юбилейный 10-й международный турнир по вольной борьбе на призы от председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муссы Игзекова приурочен к 10-летию спортивного клуба «Абаза» и 30-летию Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. 130 борцов из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Краснодара, Сочи и всех городов Абхазии в течение 2 дней показывали свое мастерство высоким гостям и судьям международной категории. Турнир прошел хорошо, на хорошем уровне организационном. Уровень борьбы, дети, особенно маленькие возрастные группы, очень хороший показали. Я даже на удивление был удивлен местных маленьких спортсменов, мастеровитостью их. В целом, лично мне очень понравилось. Чувствуется, есть школа, чувствуется, есть хороший именно тренерский состав. Это видно по борьбе этих детей, что борьба поставлена. Председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусса Игзеков внес большой вклад в развитие вольной борьбы в Абхазии. Благодаря его поддержке по всей стране открылись спортивные залы для борцов. Абхазские борцы, мои братья, попросили один ковер. Я говорю, один ковер – это на сколько человек? Они говорят, буквально на одну деревню. Тогда мы договорились, что я им сказал, что давайте делать это все по-взрослому. Давайте на всю Абхазию составим программу развития спортивной борьбы. На тот момент занималось в Абхазии меньше 100 человек. Как вы знаете, сегодня занимается все это время порядка 1000 человек, 1000 детей, около 40 тренеров. И вот с этой идеей мы обратились к Сергею Васильевичу Багапшу. Он с воодушевлением встретил эту инициативу. И мы договорились, что государство выделяет площади, по возможности помогает с ремонтом. Мы со своей стороны покупали инвентарь, всю необходимую спортивную ковры, естественно,
Ну и заработную плату тренерам я вот выплачиваю вот эти вот 13 лет. Воспитанные в этих залах спортсмены соревновались с российскими товарищами в 3 возрастных и 15 весовых категориях. По результатам первого дня в финал вышли по 4 борца из каждой категории. Церемонию награждения и закрытия турнира посетил чемпион СССР, чемпион Европы Рач Хутаба. Огромное спасибо, что организован такой прекрасный турнир, такой большой праздник нашей республики. Очень много у нас сегодня в гостях находится с наших братьев с Северного Кавказа, с юга России. Хочу поблагодарить всех за участие в нашем турнире. Действительно большой вклад в этом виде спорта вкладывает Муса Игзеков. Очень сильно развита стала в нашей республике вольная борьба, и очень много детей занимается этим. 15 раз борцы из России и Абхазии поднимались на пьедестал. В некоторых категориях бронзовых призеров было по 2. Все победители получили медали, грамоты, кубки, а также денежное вознаграждение от Мусы Игзекова. 15 тысяч рублей за 1 место, 10 за 2 и 5 за 3. Общий призовой фонд турнира составил 525 тысяч рублей. Становился 4 раза чемпионом Абхазии и выступал на первенстве России, становился 5-м. Боролся я с мальчиком из Дагестана, выиграл 15-5. В финале боролся с мальчиком Сухума, выиграл 3-1, занял 1 место. Закрывая церемонию награждения, Муса Игзеков поблагодарил организаторов и участников турнира. 2 дня, 2 прекрасных дня мы видели и наслаждались очень высоким уровнем борьбы. Я искренне хочу поблагодарить всех организаторов этого турнира. Я хочу искренне поблагодарить судей за прекрасную работу. Хочу поблагодарить тренеров. Всю красоту, которую мы видим сегодня, и всех замечательных ребят, это благодаря вашему неуемному труду. Мы видим, как вы переживаете, вы голоса теряете, подсказывая, напоминая какие-то еще приемы. Дорогие мои младшие братья, вы большие молодцы. Независимо, какое место вы заняли сегодня, вы все победители. Я вижу в каждом из вас большущий талант. Я убежден в том, что каждый из вас достигнет высочайших результатов. Международный турнир по вольной борьбе на призы от председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Игзекова традиционно проводится в Абхазии с 2011 года. За это время в соревнованиях приняли участие 1000 спортсменов, а в Абхазии выросло новое поколение талантливых борцов. Надежда Боровикова, Инала Гухао, Абаза ТВ. Полную версию боя Игоря Адлиба с Сардором Музафаровым смотрите в нашем эфире. Абхазский спортсмен Лука Гогохи стал победителем открытого первенства Курской области по дзюдо в весовой категории до 42 килограммов, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Игрок команды Абхазского государственного университета Энри Мукба стал лучшим бомбардиром чемпионата города Сочи по футболу, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В активе 17-летнего защитника 33 гола. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 13 декабря, ожидается облачная погода. Ночью и утром временами слабый дождь. Во второй половине дня, ближе к вечеру, переходящий в умеренный дождь, возможно, гроза. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью 5-10, днем 7-12. Температура морской воды 15 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.